Рост самца может достигать 6 метров. Наш Мэру где-то, Мэру это наш самец, он уже где-то вот больше 5,5 метров точно. И если вы обратите внимание на дубы, которые растут вдоль вольера, вот с одной стороны листва пониже, а с другой повыше, это у нас Мэру объел листочки. Жирафы, растения, простите, проживают в Африке, и это травоядные животные, вегетарианцы, да, скажем так. Благодаря своей длинной шее они обрывают листочки с верхнего яруса в саванне, с верхнего яруса растительности. И их любимое лакомство – это акация. У них удивительный язык, такой фиолетовый, длинный, узкий, очень верткий. Он проскальзывает между колючками акации и захватывает самые нежные, самые вкусные листочки. Мало того, у него есть специальные рецепторы для того, чтобы отличить более ядовитые листочки от менее ядовитых. И они никогда не отравятся ядовитыми листьями, да? А в нашем зоопарке, видимо, им акацию напоминает лук, потому что они очень любят лук. Он, знаете, он горьковатый. Акация тоже горьковатая. В такой длинной шее у жирафа, так же как у большинства млекопитающих, 7 позвонков. Посмотри, как он И эти позвонки, они размерами от 12 сантиметров у взрослых самцов до 35. Вот если вы согнете свой локоть и посмотрите, вот такой вот позвонок у жирафа может быть. Их так вот 7, да? У основания побольше, к голове уже поменьше. Чтобы качать кровь на такую большую высоту, у этих животных очень сильное сердце, и у них самое большое сердце среди наземных животных, оно весит 10 килограммов, и у них давление кровяное составляет, оно выше человеческого в 3 раза. И при наклонах головы, чтобы не было перепадов вот таких вот больших давления, чтобы не было оттоков и притоков крови, у них специальные клапаны в венах и в артериях, чтобы, мы с вами приседаем, потом резко встаем, у нас головокружение. Чтобы такого не было, у них вот эти клапаны специально предусмотрены природой. Жирафы считаются молчаливыми животными. Но ученые недавно увидели, что они общаются на частотах инфразвуковых, и поэтому мы их не слышим. А между собой они, оказывается, прекрасно общаются. Просто человеческое ухо не улавливает эти частоты. Жирафы могут долго обходиться без воды, но если есть возможность попить, то в день они выпивают от 70 до 90 литров воды. Вот смотрите, какой язык красивый такой, да? Удивительный. В нашем зоопарке содержится самец Мэру, он вот более крупный, более темная окраска, и самка Ива, она родилась в Калининградском зоопарке. У них в прошлом году в ноябре родился детеныш. Был конкурс на второй не хочет кушать, да? имя жирафенку, его Вы уже знаете, когда хочет, когда нет, да? Здесь нас радовал свою присутствие. Он не всегда ест. Не всегда, да, вы же знаете его, Его да? отправили в город Брянск. Когда же он ест? И Просто в день. вот там Он в сейчас основном будет траву новая и семья. ветки ест. Он Тут это подруги, не очень точнее, любит. видимо, Либо уже зерно. достались, он, скорее всего, доест. Ну, а Мэру и Ива остались здесь. Мы надеемся, что они нам еще принесут потомство. Жирафы пасутся в саваннах группами. У них удивительная особенность, они очень мало спят. Они спят всего по 20-25 уже минут уехала. в сутки, им хватает. Мы Это искали значит, маленького. очень долгое время никто не видел вообще, как жирафы спят. Потому что они часто дремлют стоя, держась головой за ветви деревьев, да? Вот. Но для глубокого сна им надо подогнуть ноги, и они укладывают свою красивую грациозную шею или на вытянутую ногу, или на свое туловище, и вот так вот спят, но недолго.
и другие особи, они охраняют покой друг друга.